Сегодня в Челнах вынесли приговор 54-летнему Тальгату Абдракипову, который обвиняется в убийстве и расчленении своего школьного приятеля. Рустем Попов пропал 27 сентября минувшего года. Его мать подала заявление о розыске. Фрагменты тела нашли в реке Шельна под мостом. Рамиль Шайдуллин вспомнил страшную историю и услышал, что сказал подсудимый в своем последнем слове. Хочу попросить прощения всех родственников, своих родственников. Простите. Тальгат Абдракипов был немногословен. Просил прощения, но мать убитого Рустема Попова простить его не в силах. Ну ладно бы убил, нечаянно там где-то. Вызвал бы скорую. А тут отрезать голову, отрезать это... Не могу, понимаете. Хотела бы, но не могу. Как рассказывает 83-летняя Флюра Зарипова, в ту роковую ночь ее душа была неспокойна. Сын всегда предупреждал, если задерживается, а тут тишина. Она звонила ему до часа ночи. Ответа не было. Женщина обратилась в полицию и к Александру Князеву. Это общий школьный товарищ Рустема Попова и Тальгата Абдракипова. Ну, я первое время-то и не стал особо переживать. Но при звонках с друзьями я упоминал, что маманя подала в розыск. На судебном заседании присутствовала и старшая сестра Тальгата Абдракипова. Они 15 лет не виделись, не общались. Причин, чтобы что-то кто-то сделал, я не знаю. Но если пьяного человека трогать, любой, наверное, становится уж агрессивным. Части тела Рустема Попова нашли в реке Шельне под Боровецким мостом. По версии следствия, кровавая драма разыгралась в ночь с 27 на 28 сентября минувшего года. Согласно уголовному делу, во время распития спиртных напитков мужчины поссорились, и Тальгат Абдракипов нанес смертельный удар ножом Рустему Попову. Через несколько часов после убийства он расчленил тело школьного товарища, положил в мусорные пакеты и выкинул в реку. Фрагменты нашли не все. Суд признал обвиняемого виновным и приговорил 54-летнего Тальгата Абдракипова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.